Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Сегодня 14 пока еще марта 2024 года, 23 часа 20 минут по Берлину, 0 часов 20 минут по городу Джохару. Друзья, я вас сердечно приветствую. Сегодня решил провести и ночной тоже стрим. Так что, друзья, давайте посидим, пообщаемся. Так. Ну, все как обычно. Ставим лайки, распространяем ссылку на наш стрим. И пишем ваши комментарии. Так, сделаем. Такс. Давайте, пока мы собираемся, я вам расскажу боевые сводки от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сколько уничтожено оккупантов и террористов. А потом я буду отвечать на ваши вопросы и вам расскажу о ситуации, которая складывается на России. За прошедшие сутки уничтожено 90-70 оккупантов, 5 танков, 17 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт, РСЗО 0, 15 БПЛА, 27 автомобильной техники и цистерн и спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине! Бюстики Ольтандил, да, машевой. Так. Что-то у нас в Ютубе не видно комментариев. Ашимоле. Дело в том, что, ребят, ситуация развивается стремительно. На России происходят серьезные события. Серьезнейшие события происходят на России. Как мы знаем, уже третий день, если не ошибаюсь, да, уже третий день русская оппозиция, к которой мы, чеченцы и ичкерийцы, не имеем никакого отношения, но если русские просыпаются и борются за свои права, мы это можем только приветствовать. Поэтому я приветствую такие действия, такие шаги русской вооруженной оппозиции, потому что другой оппозиции на России нет, и ничего она решить не может. И русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, батальон Сибирь пересекли границу и ведут боевые действия на своей территории, на российской территории, друзья. По всей видимости, по всей вероятности, путинский режим ничего не может с этим поделать. Ничего. И русские начинают поддерживать вот этих бойцов, которые зашли сегодня, 3 дня назад на территорию Украины. Что можно сказать? Слава ЗСУ! Все будет Ичкерия. Валейк салам, война, маш вовед. Валейк салам. Также я хотел бы сказать чеченцам. Я еще вчера делал видео, и еще завтра сделаю видео по поводу того, чтобы чеченцы, которые оказались в рядах оккупационной армии фашистской России, чтобы как можно быстрее покинули эти ряды. Чеченцы, нохчи. Сегодня стрим на русском языке, поэтому обращусь к вам на русском языке. Нохчи, это не наша война. Нам украинцы ничего не сделали плохого.
Я понимаю, что многие из вас насильно отправляются туда, обманом, вынуждают вас под разными предлогами участвовать в этой войне. Эта война не наша. Мы не должны в ней участвовать. Но я знаю, что вы, некоторые из вас, которых не насильно, а за деньги, кто для того, чтобы там по каким-то другим причинам улучшить свое материальное положение, отправились на эту войну. Но я могу вам сказать прямо, как чеченец чеченцам, что эту войну вы не выиграете. Фашистская Россия ее не выиграет. Соответственно, вы потерпите вместе с фашистской Россией поражение. Более того, русские империалисты, которые в том числе находятся в Украине, хотят перевести стрелки с себя, с русских, которые начали эту империалистическую войну, на вас, на кадыровцев так называемых. Конечно, вы не только кадыровцы, среди вас есть военные, которые ненавидят Кадырова, российские военные. Среди вас есть ФСБшники, которых немножко, но тоже есть. И вы все проиграете на этой войне. Но я знаю очень хороший способ, как выжить вам в этой войне. Вы должны взять своего командира, танк, БТР, любую технику, которую сможете, закинуть этого командира в эту машину и перейти на сторону Украины. Вам гарантируют, что вас убили. Единственное, чего попрошу, к закаевцам не обращайтесь. К Закаеву и к ним не обращайтесь. Потому что там я ничего вам гарантировать не могу. Потому что был случай с киргизом Мусыхановым. Помните такого чеченца, кадыровца, которого пленили. И потом его майор Закаева поцеловал в лоб и передали его России. Не знаю, с какой целью это было сделано, но человек добровольно сдался, и его передали России. После этого, наверное, это очень такой отрезвляющий, такой холодный душ на всех, кто хотел бы перейти на сторону Украины. И вот это было сделано. Поэтому туда не обращайтесь, обращайтесь напрямую к украинцам. «Хочу жить» есть такая программа. Или же связывайтесь со мной. Мой телефон, мой WhatsApp есть под каждым видео в YouTube на канале Reality. Аслан Арцуев. Наберете и найдете меня. Под каждым видео вы найдете мой WhatsApp. Я гарантирую, что я буду полностью сопровождать вас. Полностью. Сделаю все возможное, чтобы вы получили самые лучшие условия. Также вы можете продолжить воевать, если вы захотите воевать. Украинская сторона гарантирует, обещает, по крайней мере, что вас можно объявить погибшими. Что не сдались вы в плен, это чтобы ваши родственники дома не пострадали. Также, если вы перегоните технику какую-нибудь, вы получите очень большую сумму в долларах. Там, до сотни или 50 тысяч, или 100 тысяч, я сейчас расценок не знаю, но за вертолет, вот летчик, который перегонял, российский летчик, он там 500 000, что ли, получил. Ну, вам вертолеты не доверяют русские, поэтому, ну, максимум вы можете на танке или на БТРе перебраться. Так что, как-то так, друзья. И потом я еще отдельно на чеченском, потому что не все понимают по-русски хорошо. Я вам еще сделаю отдельно завтра еще. Так, друзья, давайте почитаем комментарии. Я смотрю, что вы не спите. Молодцы. Молодцы, что не спите. И тролли тоже не спят. Тоже молодцы. Правильно, вы нам нужны. Так. Свободу Ичкерии. Аминь. Как тебя зовут, говорит Твикс. Даже если вас двое Твиксов, две палочки, у тебя не хватает
интеллекта посмотреть название стрима, как думаешь? Узнать, как меня зовут. Ичкерия будет свой. Дай бог. Алан, скажи, вы блогеры, скажем так, раньше вас назвали комнатные, что вы хотите доказать здесь? PUBG Mobile это говорит. Это такой игрок PUBG мне рассказывает, чего я тут добиваюсь. Вы болеете за Украину тогда, когда Палестине ты неправильно написал. Выучи сперва хозяйский язык. Конечно, вижу, конечно, вижу. Ты меня начинаешь раздражать. Это же не твоя война, Нохча. Это война всего мира против абсолютного, беспримесного зла. Абсолютнейшего, беспримесного зла. В лице фашистской империи. Те, кто воюет на стороне Украины, те воюют за нашу свободу, за то, чтобы отомстить тем убийцам, которые совершили страшнейшие, ужасные преступления в отношении чеченского народа. Валейкум ассалам. Валейкум салам, Дон Хуан, Машвой. Секс. Валейкум салам. Почему вы не отвечаете? Потому. Разве я не отвечаю? Отвечаю, как только увижу. Не спим, Аслан. Готовимся к завтрашнему референдуму Белгородской Народной Республики. Максим, поддерживаю полностью инициативу. Конечно же, это очень хорошо. Белгородская народная БНР. Это очень нужно. Это людям нужно. Это не ДНР и ЛНР, которая не нужна была никому. Реально нужна БНР для того, чтобы Белгородская Народная Республика, для того, чтобы россияне, русские смогли жить свободно, говорить свободно, иметь право на высказывание своего мнения, выбирать себе того лидера, которого они хотят себе выбрать и так далее. Так что я за БНР, поддерживаю полностью. Полностью поддерживаю. Так. Мы живем свободно, говорит. Конечно, живете свободно. Знаете, как в том анекдоте? Вот там американец и русский, советский общаются. И американец говорит, если я захочу, я могу выйти на площадь и ругать своего президента и своих сенаторов как хочу. И мне за это ничего не будет. А советский говорит, я тоже могу выйти на Красную площадь и ругать американского президента и сенат, и мне тоже за это ничего не будет. Вот приблизительно вот это ты говоришь, что вы свободно живете. Вы не живете свободно. Вы не знаете даже, что такое свобода. Более того, самое страшное, вам многим это и не нужно. Понимаете, вот эта свобода. Люди за нее погибают, умирают, а вам она не нужна. Вы готовы убивать за рабство. Понимаете? Вот нарушена психика. Нужно лечить. Долго-долго. Валейк салам, Мухаммад. БНР, НРР и далее к полному развалу путинского режима. Совершенно верно. Полностью вас поддерживаю. Абсолютно так. Ага, и жить под мостом, говорит. Василий, ты хочешь сказать, что вы живете под мостом, если умрет Путин? Или если вы станете жить свободно, имеете право выбрать себе хорошего президента, не казнокрада, не коррупционера, не убийцу, не маньяка. Ты хочешь сказать, что в таком случае ты будешь жить под забором, под мостом, как ты говоришь? Но это же смешно. Давайте объективно. Понимаю, что тролли, понимаю, что если люди есть нормальные и не тролли здесь, будьте чуть-чуть объективны, друзья. Нельзя же так. Ну как так? Как вы вообще можете так говорить? У вас нет никаких прав. Вас сажают за пост в интернете. Понимаете? Никакой свободы слова нет. Вы самая богатая страна в мире.
полезных ископаемых в фашистской России. Там на 10 таких России хватит. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Посмотри, как они живут. У них меньше даже нефти, чем у вас. Про газы, алмазы, лес, там, леса, поля, луга, пресная вода. Ну, миллион чего у вас только там есть. Вся таблица Менделеева. И при всем при этом вы нищенствуете, понимаете? Вам платят 200 тысяч рублей за то, что, или сейчас уже 300 говорят, 3000 евро вам платят. Ну, может, 3,5 это сейчас будет. Вы можете понять, 3000 евро здесь зарабатывают обычные разнорабочие на стройке. Ну, 2,5 точно зарабатывают. Вы можете себе представить? Вы ради того, чтобы заработать, сколько зарабатывают немецкие разнорабочие на стройке, вы погибаете, получаете увечья и убиваете невинных людей. Вы можете понять вообще, о чем вы говорите, о каком под мостом? Вы жили бы сейчас, каждый русский имел бы, каждый россиянин имел бы, я не знаю, огромный дом, счет хороший, хорошую машину. Понимаете? А вы получаете, ваши бабушки получают 10 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, 100 евро вы получаете. Вы можете себе представить просто, о чем вы говорите? Сегодня смотрел вот, замкомандира легиона, забываю его всегда в фамилии, имя, и он говорит, что он националист. И он рассказывает, он сегодня, выступая, говорит, что нужно выходить женщинам, русским, российским женщинам. Ваши мужчины будут обвинены в том, что они там предатели, что они там трусы, там третье, десятое. А женщинам не скажут ничего. Вставайте, русские женщины, российские женщины, выходите, защищайте своих мужчин. Эта война абсолютно невыгодна ни вам, ни вашим мужьям. Заработать вашим мужьям не получилось. Турбопатриоты, обманутые пропагандой, очень хорошо поняли на месте, как прибыли в Украину, что совсем отличается действительность, реальность от телевизора. Поэтому давайте, вставайте, вытаскивайте своих мужей, останавливайте эту войну, соберите их. Вот когда у нас война шла, тогда была свобода слова, относительная свобода слова. И никто из ваших руководства и ФСБ, там, военных, не смели матерей вот этих срочников трогать. А эти матери всю Чечню облазили, всю нашу Ичкерию, ища своих сыновей, своих там мужей. В основном матери приезжали, потому что знали, что для чеченцев это самое святое. И мы отдавали ваших солдат. И ваши генералы кипели от ненависти и злобы, что мы отдавали их. Показывали свое людское, человечное. Но ничего им не делали. Не знаю, как будет сейчас. Не знаю. Но мне кажется, если вы выйдете достаточно много женщин, все изменится. Они вынуждены будут остановиться. Они не посмеют вас стрелять. Они не посмеют вас репрессировать. Потому что за вами стоят ваши мужчины, которые там на фронте. Они развернутся просто. Уже разворачиваются. Вот этим русским оппозиционерам, настоящим, не вот этим симулякрам, которые тут в Европе осели, а настоящим русским оппозиционерам, которые сейчас с оружием в руках, вас защищают россияне. Вот эти ребята пополняют, каждый день к ним пополняются люди. Как-то так. Правильно, должны жить лучше, чем в Дубае. Конечно. Конечно. Валейк салам, Турпал. Так. Давайте.
Смотрю, вы тут строчите, строчите. Реактим Квер. Ну, это вообще туфта, то, что он пишет здесь, что там кого посадили за пост. Это вообще смешно. Уже сколько людей посадили. Огромное количество русских оппозиционеров, диссидентов, несогласных уже сидят. Женщинам дают 7,5 лет за то, что она против войны в Украине написала пост. Дочери дали 3 года, уже сидит. И матери еще там 7,5 или десятка светит. Представьте? Это что такое? Русские? Вы что это? Вы такие понты колотили, что вы там такие великие, крутые, что вот там вам только бы вот чеченов успокоить, и вы бы зажили бы, и вы бы никого в обиду не давали бы. Есть вот этот русский фашизм, там канал, русское сообщество, да, община, русская община. Они почему-то не защищают этих женщин. Они только за узбеками, за таджиками, за дагестанцами, за кавказцами бегают, чтобы их на войну отправить. Это ФСБшники, которые помогают этому режиму. А вы заканчиваетесь, русские. У вас ни денег нет, вас ограбили. Нас всех ограбили. 75 лет мы работали на Советский Союз. Наши отцы, деды, не имея ничего в собственности. Те, кто рассказывает про пломбир вкусный, кстати говоря, американский, и про то, что как хорошо жилось в Советском Союзе, забывают вам рассказать, что никакой собственности не было у людей. Ничего у людей не было. Мы все работали как рабы за еду. А потом, когда мы 75 лет отпахали, КГБшники, которые убивали нас и были нашими конвоирами, они все поделили, все заводы, все фабрики, все, что нажито было за 75 лет. Понимаете? Причем на РСФСР, Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, работали все остальные 14, в том числе советских республик, которые строили заводы на территории РСФСР. Самые дорогие, самые хорошие. То есть вот эти все союзные республики и все остальные работали на Россию. И когда совок разваливался, да, там где-то у себя тоже у них строилось. Но в основном строилось на РСФСР. А потом КГБшники сами развалили. Вы только задумайтесь, какой ужас происходит. Они расстреливают царскую семью, уничтожают все сословие, убивают всех, отбирают даже корову у того, у кого их есть 2. Объявляют кулаком и его репрессируют. А если он отказывается, сопротивляется, уничтожают. Таким образом забирается все, что было, объявляется этим буржуинским пережитком, что это злом объявляется. А потом расстреливают миллионы людей, сгноят в тюрьмах, отправляют на разные Байкало-Амурские магистрали строить, где люди тысячами умирают. Получают увечья, мерзнут, молодых студентов гонят туда. Под разными обманами, что вот вам там 3-е, 10-е. И потом, они умирают, гибнут, ничего не имея взамен. А потом эти защитники коммунистической идеологии, советской идеологии, которые стоят на страже, которые есть суть, как об этом пишет профессор Абдурахман Авторханов, субстанция советского государства, является учреждение КГБ СССР. Вот это КГБ СССР, как хозяева используют как рабов людей, и после этого сами же разваливают Советский Союз, сами же, не американцы его развалили, Советы его развалили, ни одного танка не было на территории Советского Союза иностранного. Просто взяли и развалили, чтобы их колхозная экономика перешла на экономические рельсы.
и завладеть всем имуществом Советского Союза. Вы можете это представить? Вопиющая несправедливость. В истории такой несправедливости не было, наверное. Делят это все между собой, и потом, уже заранее подготовив план, из якобы демократической России они создают империю, русскую империю. А для вот этой русской империи им нужны были чеченцы, чтобы обкатать свои войска, сделать их соучастниками этих ужасных преступлений, показать, что они воссоздают империю, ну так сказать, собрать кадры. И после этого они нападают на братский, как они говорят, украинский народ, в котором русские имеют самые лучшие позиции. Про Крым я вообще молчу. Крым абсолютно был, контролировался русскими. Крымских татар прижимали, зажимали и так далее. Под видом, как будто это делают украинские националисты и так далее. И нужен был Киев. Без Киева никуда. Без Киевской Руси не будет великой империи, которую строят КГБшники, которые вчера еще за империю людей расстреливали. Их отцы и деды расстреливали людей только за то, что ты принадлежишь к дворянскому сословию, и детей в том числе. Вы можете себе это представить? Это невероятно. Невероятно, что такое происходит. Происходило. И вот не шмогла, как в том анекдоте, не шмогла. Не шмогла. И теперь завизжали. И теперь, чтобы прожить один день учреждения КГБ СССР, уничтожает 1000, вот за русских они борются, 1000 убитыми и ранеными почти каждый день. Вы можете представить? Это никогда не закончится. Недавно выступает Путин и говорит, что нужно много детей, чтобы в семьях было и так далее, и так далее. Он говорит, а то мы закончимся. Представьте, он понимает, что вы закончитесь. Он говорит, что нужно как можно больше расширяться, больше детей рожать. А кто это сделал? Кто этих инвалидов? У украинцев вся Европа для инвалидов, для раненых. Протезы делать, операции делать, помогать, реабилитировать психологически. А что у вас есть, русские? Вам недоступно ни один протез, ничего вам недоступно. Медикаменты вам везде ограничиваются, вы полностью под санкциями. Даже когда вы победили в войне, во Второй мировой войне, ваши калеки без ног, без рук были никому не нужны. Хотя награбили с Европы, с Германии огромное количество денег, всего-всего, только что можно было. Понимаете? К чему вас ведут? Вы в полной просто канализации находитесь, друзья. Очнитесь, придите в себя, в конце концов. Для безопасности призываю, как лидер вот этого, замкомандир Легиона Свободы России, выходить женщинам, чтобы вам это было безопасно. Выходите, женщины, говорите о своих проблемах. Ведь вас утилизируют, вас уничтожают. Сделайте что-нибудь. Это же ваша страна. Так, друзья, давайте почитаем. Добрый вечер, Егор, добрый. Так, друзья, я вот смотрю здесь. Одна троллятина.
Отлично сказано, Елена. Москва без Украины, как всадник без головы. Украина без России, скажем так, никакой федерации там нет. Как человек без геморроя. Извиняюсь за цитату, но это очень похоже. Як точно і справедливі слова лідера Чеченії Джохара Дудаєва. Був пророком відносно війни з Україною. Слава Україні, героям слава. Героям слава, Віктор. А что, операм можно в Дагестане такие комментарии писать, да? Так, давайте почитаем. Алейк салам, странник. Мне пишут, что я не сплю, но вы тоже особо что-то, я не вижу, что вы спали. Слава русскому легиону, говорит Игорь. Слава всем, кто борется за права и за демократию. Американцы. Алейк салам. Справедливый человек. И я думаю, не стоит задавать такие вопросы. Нежелательно. Тебе борода для Сеш? Что значит тебе борода для Сеш? Опер. Понимаю, ты не разговариваешь, ты кричишь, вот давай с тобой поговорим. Ну давай поговорим, давай задавай свои вопросы. Внутри ничего нельзя сделать. Население зомбировано, оружия нет. Только мир может помочь героям, украинцам разбить кремлевскую банду. Да, совершенно верно, Ларис. Оружие все будет, все имеется. Это вообще не проблема. Оружие, поддержка, боеприпасы, провиант, все имеется в огромном количестве. Просто девать некуда, понимаете? Дело не в этом. Дело в том, чтобы люди побороли страх, который у них есть. И самым хорошим таким способом это можно сделать при помощи женщин, которым не нужно оружие, которые должны уходить на мирные протесты и требовать сменить власть. Не остановить войну, а сменить власть, чтобы Путин ушел в отставку, чтобы Конституция 93 года Российской Федерации вернулась к той редакции 93-го, и все ушли в отставку. Только нужно начать. Все само собой начнет развиваться. Все уже готово. Все и так уже идет в этом направлении. Просто дело в том, чем быстрее все осознают, что мы и есть сила, чем быстрее все это осознают, тем меньше будет жертв, тем меньше будет репрессий, тем меньше погибнет людей и на войне, и не будут убиты. Понимаете?
Асан, тебя называют агентом. Я пытаюсь каждый раз доказать обратное. Единение ичкерийцев когда будет. Странник, знаешь, когда Басаеву сказали, вот про тебя говорят, что ты агент ГРУ. Он сказал, процитировал Хаджу Насреддина, и он сказал, болтать не вредно, было бы кому слушать. Не слушай их. Если я агент, ну, подразумевается, наверное, фашистской Русни, да, как Басаеву обвиняли, то почему на моем канале такие конкретные санкции против меня? Почему все вот эти не агенты, которые тебе говорят, что я агент, сидят, засунув голову в песок? Или же, если покопаться в них, то они сами оказываются агентами. Почему так? Кого в отставку, кого в Гаагу? Абсолютно, Игорь. Step by step, Игорь, как говорится. Шаг за шагом. Все будет хорошо, как говорит ратник. Аслан, привет. Я за тебя, очень за тебя, Ичкерию. Андрей, большое спасибо. Большое спасибо. Вы, Андрей, вы с Украины или с России? Ну, если вы с России, ладно, не отвечайте мне на вопрос, вам не нужно. Если вы с России, не отвечайте, не пишите, что вы с России. Перевыборы в Украине, и все будет спокойно. Ратник, в Украине идет война. У меня тоже есть вопросы к Зеленскому, хоть он и не мой президент. Но решать это украинскому народу. Езжай в Чечню и там попробуй так говорить. Абсолютно верно, ратник. Вы сами же подтверждаете это все. Конечно же, если убивают за то, что я высказываю свое мнение, то, наверное, что-то не так в этой стране. Понимаете? Что-то не так. Что-то не в порядке в этой стране. И вы это подтверждаете, говорите. Так, подождите, здесь идет спам. Сейчас я это все скрою. Идет спам, мощный такой идет. Сейчас я это забаню. То он все перекрывает. Так что вот такие вот дела. Как правильно будет, Ичкерия или Чечня? Будет правильно Чеченская республика Ичкерия. Чечня слово мы не употребляем, мы говорим Чечения. Чечения. Или же Чеченская республика Ичкерия. Для всех, чтобы было понятно, что мы свободные, демократические чеченцы, можете называть нас ичкерийцами. Нам это нравится. Слава Ичкерии. Героям слава. Дракон, почему у тебя стоит 0,5 и 95? Дагестанский и временно оккупированной Чеченской республики номер, который присвоила фашистская Россия. Не нужно этого. Ты поддерживаешь Америку, говорит. Конечно, ты не видишь, что ли? Тебе нужно персонально, отдельно сказать, что ли? Ты не видишь, что я ее поддерживаю? Привет в Бразилии. Привет, Бразилия. Смотрел клирика, да, Дмитрий. Слава Украине! Свобода Ичкерии! Мы воюем за свой народ, отстаиваем свою землю. С украинцами у нас общий враг, а Палестина не имеет к нам никакого отношения. Отвечаю всем тупорылым в чате. Имран Баркалон. Героям слава. Так.
Когда вы пишете матюки, справедливый человек, YouTube не пропускает. И мне приходится либо удалять, либо открывать. И это все забивает. Валейкум салам, Бармалей. Так. Да-да, россияне атакуют где у нас. Ассаламу алейкум. Слава Украине, свободу Ичкерии. Мовидин, алейкум салам. Героям слава. Вставайте, вставайте, люди добрые. Давайте, понимаете? Раньше были красивые номера на транспорте. У нас Чил, Ча, Чис. Да? Здравствуйте, можно спросить, почему вы против Чеченской Республики? Юзер, а кто сказал, что я против Чеченской Республики? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я именно за Чеченскую Республику Ичкерия. Конечно, за свободную, без фашистского сапога, за то, чтобы привлечь фашистов, совершивших военные преступления, преступления против человечности, геноцид, акт агрессии против чеченского народа. И мы не желаем терпеть фашистов у себя дома. Вы нам не друзья. Понимаете, вы нам не друзья. Вы нам очень не друзья. Вы фашисты. Аслан, делай наставление людям с никами 05, 06, 095. Делаю, справедливый человек. Ну, они бывают, знаешь, если кто пишет, то у кого 95 там стоит, уже там человек понимает, что он пишет 95, и он согласен на это 95. Он знает. Некоторые, редко кто это не знает. Чаще всего это бывают тролли или менты. У них в каждом отделе в Чеченской Республике есть свои 2-3 человека в каждом отделе, которые сидят и вот строчат днем и ночью. Аслан, можно с тобой познакомиться, поговорить? Да, конечно, можно. Пишите мне, пишите, в Facebook пишите. Ну и темы, на какие темы. Просто очень много бывает писем, очень много звонков. Я физически, Андрей, не успеваю, но я постараюсь и стараюсь всегда отвечать. Аслан, hangi vistun цохула. Und цохил хулга. И Бог гудуа бибиси. И Бог гудуа. Вист цохул Бог гудус. Сосандук вистрыш. Уяхсагама вас кучва. Так. Я удивляюсь вас. Вы там про ЛГБТ пишете, про это. Это вот единственное, что есть у вас сказать Западу. Но у вас в Москве, откройте Google, да, забейте «Москва гей-клуб». Просто огромное количество этого всего. Вы чего их так боитесь? Боитесь, что они вас насильно замуж возьмут? По закону насильно вас не возьмут, понимаете? А если возьмут, обращайтесь ко мне, правозащитная организация Human Rights Center Ичкерия. Если вас насильно возьмут замуж,
Будем защищать ваши права, не волнуйтесь. Да, конечно, давайте завтра позвоните, Андрей, поговорим. Позвоните мне в мессенджер. Дискуссион. Что значит дискуссион? Поднять кого-то, с кем-то поговорить? Да я поднимал, сколько раз поднимал. Да, попадались и нормальные люди, хотя бы небольшой диалог босс. Когда вас поднимаешь некоторых, вы, оказывается, тролли, прорусские, там, и всякие третьи. Просто я не вижу смысла поднимать. Если я кого-то знаю, и я знаю, что человек не прорусский, не про фашистский, я с ним поговорю. А так, не зная вас, вот, мне уже надоело, если честно. Послушаешь там, ну, о чем? О чем говорить? Вы продали Ичкерию. В смысле, вы продали Ичкерию? Я, что ли, продал Ичкерию? Мне, поверь мне, у меня денег за Ичкерию нет. Я ничего не выручил за Ичкерию. Я ничего не продавал, да. Москва не бомбит Палестину, как это делает Америка. Говорит, Америка не бомбит Палестину. А Москва бомбила Ичкерию. А вот такой ублюдок с ником Муслим Ибрагимов, он молчал, засунув свою голову в песок. Понимаешь? Вот такая вот троллятина вроде тебя, она молчала. Понимаешь? Поэтому я тебя отправлю за заслуженный отпуск. Вас слишком много. Ночь э, за вас, за нас, за Северный Кавказ. А я уже не молодой, нервы уже не те. Ашхемоле? Мансур Хатуев. Все пытаются перевести тему на Палестину. Вейсан Палестина, Сагат, Додиеш, Сават. Мансур Хатуев. Нас отправляют на войну. Если бы ты был чеченцем, ты думал бы о чеченцах. Но ты не чеченец. Ты либо араб, либо какой-нибудь там россиянин и так далее. Поэтому давайте вы все вместе уйдете с моего канала и где-то в другом месте будете там переживать там, за палестинцев, арабов Палестины и так далее. Мы переживаем за чеченцев на этом канале и за украинцев. Понимаете? Поэтому давайте вы в другом месте будете обсуждать своих братьев, там все такое. Эти братья, когда нас уничтожали, сказали, что наш геноцид, убийство нас, это внутреннее дело фашистской России. Поэтому мне не интересна эта тема, понимаете? Ну, вы можете с удовольствием пойти на другой канал, у нас свобода слова, можете даже создать свой канал, повесить палестинский флаг сзади и полный вперед. Какие вопросы? Когда украинцы чеченцами стали. Вот самый тот момент украинцы стали не чеченцами, а свободолюбивыми людьми в наших глазах. Когда они начали во весь рост, нация встала и стала отстаивать свое право на существование против фашистской империи. Вот в этот самый момент они стали нам не по крови, не по религии, а по духу нашими братьями. Моими в частности. Дудаев мир ему много что предвидел. Империалисты, шовинизм, русизм, взойдет украинское солнце. Да, именно так. Именно так. Так, Бруно Банани, ты, конечно, сделал все возможное, чтобы получить этот бан. Ты заслуженно уходишь в бан. Наконец-то я тебя не буду видеть. Сокотуешься, рук, Эмран.
Спасибо героям ночи за их помощь Украине и низкий поклон вам. Слава Украине, just fight. Одно дело делаем. У меня нет должного ресурса, говорит Мансур Хатуев, чтобы с тобой вести диалог. Мансур, ты знаешь, я думаю, ты очень быстро наберешь подписчиков, потому что ты не будешь говорить про Русню, ты не будешь говорить про ФСБ, ты не будешь разоблачать агентуру здесь, в Европе. Поэтому твой канал не запретят в фашистской России, и ты быстро сможешь сделать. Поэтому потрудись немножко. А не на готовой приди ко мне и вот со своим КГБшным нарративом навязывай мне здесь, что мне говорить и что делать. Я 5 лет потратил вот на этот канал, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь. Причем меня всячески везде запрещают, мешают, преследуют и все остальное. И родственников дом пытают. То я, кстати, родственников пытать не будут. Кстати, моих бывших родственников. Поэтому давай, Мансур, давай. Как говорят немцы, чус. Ассаламу алейкум, Аслан. Алейкум, слышали о аварии нынешней Дагестан? Что сказать насчет истории аварцев, так как они также пострадали от России? Ва алейкум ассалам, fighting for crypto. Я не слышал про о аварии. И не вижу в аварцах желания жить без России. К большому сожалению, это говорю. К большому сожалению. И очень мало вижу дагестанцев, которые хотят, имеют сознание свободного человека, хозяина своей судьбы, чтобы ему не нужно указывать какой-то бич в Кремле, ему указывают, как жить, как растить детей, на каком языке говорить, как молиться и так далее. Поэтому, к большому сожалению, я пока не слышу ничего от аварцев. Есть в основном, которые хотят, это шариатчики. Справедливый человек. Я, знаешь, к этим шариатчикам отношусь очень осторожно. Очень осторожно. Потому что все, кто религиозно были не согласны с оккупацией, фашистская русня находила и целенаправленно истребляла их всех. И остались только те, кто сумел сбежать вовремя из фашистской России, из своего Дагестана, или же которые замолчали просто, не молчат. Здесь мы тоже немного видим, и вот эта пропаганда религиозная, даже на Западе, которые вещают, она чаще всего используется во вред Дагестана, во вред дагестанцев, чтобы показать, какие дикари. Вот история с самолетом еврейским, израильским, который прилетел, помните, была ситуация? Это все было искусственно сделано. Это был удар на репутацию Дагестана. Понимаете? Сейчас я уже вижу новые ролики, кстати говоря, на эту тему. Вы тоже должны, дагестанцы, вы долгое время находились в таком, знаете, стрелы перевели на нас, и вы все расслабились. И дагестанцы, и другие кавказцы, все расслабились. Даже когда там останавливали нас вместе, например, ингуш, дагестанец мог сказать: я не чеченец, меня забирали, ну, ингуша тоже забрали, кстати, хоть он так и говорил. Но мы, конечно, понимали, что лучше один штраф заплатит, чем и потерять много времени, чем все загремят. Поэтому я особо не возражал, и как бы это даже хорошо было, если мои друзья окажутся не в отделении. Поэтому в этом плане они нас не делят, вот мы как-то разделяемся. И шариатчики разные всякие, которые находятся, они ведут себя соответствующим образом. И многие
кто расслабился за все это время, отвыкли от репрессий, наоборот, сами принимали участие в репрессиях чеченцев, некоторые, и им в этом плане сейчас как-то будет дискомфортно себя ощущать, гонимыми и так далее. А для нас, для чеченцев, это естественная среда. Мы видим в России врага. Мы на подсознании это уже понимаем, понимаете? Мы уже намеками, тонами, взглядами друг друга понимаем. У нас есть обозначение мусоров, как мы их называем, чтобы не поняли. Ну и так далее. Ну, много таких вещей, которые нас империя вынуждала всегда находиться, знаете, в параллельном мире всегда мы находимся. Ни дагестанцам, ни кавказцам мы об этом даже не рассказываем. Это так сугубо наша внутренняя такая тема, потому что нас преследовали и так далее. Поэтому нужно объяснять дагестанцам, нужно рассказывать, что если вас представляют антисемитами, фашистами, это делается для того, чтобы вы не жили свободно, чтобы здесь на Западе, и в том числе евреи, которые в банковской среде очень себя хорошо заняли позицию информационной, в средствах массовой информации, тоже очень много евреев имеют влияние, в политическом смысле имеют влияние. Да и вообще нормальные люди, если кто-то начинает там антисемитизмом заниматься, у него отторжение это возникает. И чтобы вы не стали свободными и независимыми, вас сейчас уже начинают пачкать. И вам нужен человек, дагестанец, который будет вот эту всю ложь анализировать и выкладывать, чтобы люди видели, разбудить гражданское общество дагестанское, демократическое гражданское общество, которое никак не связано с гибней. Как-то так. Вот я сейчас, смотрите, обратил внимание. Сейчас армяне всегда были прорусскими. Большая часть, не будем говорить за всех, большая часть были прорусскими. И у меня из-за этого сложилось очень негативное отношение к всем этим имперцам. И в частности к армянам, которые всегда были, сотни лет были верными вассалами России на Кавказе. Сейчас, когда ситуация меняется, и армяне начали идти в сторону Европы, в сторону цивилизации, я по-другому начал смотреть уже на армян. Уже я смотрю и думаю, что в любом случае нам никуда не деться, хоть они и называют себя не кавказцами, как раньше называли. Потом они будут называть себя кавказцами, потому что они будут входить в нашу кавказскую нацию. Мы создадим кавказский дом, в котором будут и азербайджанцы, и армяне, и все остальные. Я думаю пока, это в проекте. И сейчас я вижу ролики, где рассказывают, сегодня я буквально смотрел ролик, где рассказывают, что оказывается, это армяне нас выслали в 1944 году. Понимаете, как уже русская пропаганда начинает рассказывать? Оказывается, что армяне сделали так, какие-то там армяне там намутили и подбили советскую власть, чтобы Сталина, чтобы нас оттуда депортировали и заселить нашу землю армянами. И да, у нас была определенная часть армян, жила в нашем Грозном. И скажу вам, что это были, по-моему, единственные люди, и евреи, которые говорили на нашем языке. У меня был сосед армянин, который, я, наверное, лет в 10-12 только узнал, что он армянин. Потому что я всегда с ним здоровался, и это был чеченец для меня. У него жена была русская, и я думал, чеченец, у которого жена русская. И, наверное, лет 12 мне уже было, 10-12. Когда я понял, что он не чеченец. Для меня это было очень интересно. Он отлично говорил на чеченском языке. И сейчас начинается вот эта пропаганда, чтобы чеченцы с армянами, видимо, не скинтовались. Потому что если армяне выйдут на свет те армяне, которые являются антиимперцами, против фашистской России, если они идут на Запад, то боятся, что мы найдем с ними общий язык. А мы найдем с ними общий язык.
потому что мы со всеми находим общий язык. Главное, чтобы было желание. И вот нам рассказывают, что, оказывается, армяне подбили Сталина, и нужно было выселить чеченцев, чтобы заселить армян. И да, и как я сказал, были армяне, которые жили, но их было 2-3% в Грозном. Это вот уже выслали, 13 лет нас не было, и за это время всего лишь 2-3% туда их заселили. Зато 80-90% это были русские. И не только в Грозном, а по всей Чеченской республике. И в Ингушетии, наверное, тоже. И вот я сегодня смотрел и думаю, о, как работает пропаганда. Теперь, когда армяне стали врагами имперской России, теперь получается, что, оказывается, армяне виноваты в том, что над чеченцами совершен этот ужасный геноцид. Вот я к каким выводам прихожу. Ладно, давайте дальше. Асан, так проблема в том, что вы все разделились, в том числе и кадыровцы были с вами. Это писал Авторханов, идея Микояна. И, ну, пожалуйста, давайте не будем. Я перечитал Авторханова всего, и я не видел у Авторханова вот эту тему о том, что нас Микоян спас. Хотя я эту версию слышал, забрасывалась. На самом деле нас не дали нас полностью уничтожить. Ну, во-первых, это Господь Бог нас сохранил. А второй причиной того, что нас всех не уничтожили, был тот самый Авторханов и американцы с англичанами, которые настаивали на том, кстати говоря, есть документы по этому поводу, что американцы настаивали вернуть чеченцев после смерти Сталина на свои исторические родины. И занимался этим Авторханов. И никакой Микоян ничего не смог бы сделать. Потому что мы сказали, ты чурка, ты что за этих чучмеков? Да мы тебя сейчас быстро выкинем отсюда. И он не вякнул бы. Но, конечно же, были, наверное, и армяне, которые и сочувствовали. Нельзя не сочувствовать, да, людям, которых просто так массово умирают и несправедливо уничтожают. Абсолютно несправедливо. Поэтому, нет, это был не Микоян. А если это вы говорите, что так, пожалуйста, ссылку, книгу, название, место, какая глава, чтобы я мог удостовериться, а не так, что это Микоян там сказал и так далее. Нет, это был не Микоян. Это были американцы и тот самый Авторханов, и англичане. Так что смотрите, армяне, если вы сейчас не поднимете вот этот вопрос о том, что это из-за вас нас выслали, и что вы были виноватыми, типа вы хотели Армению новую создать на территории Чечено-Ингушетии, они там пишут. Видеоролики, а я его даже скачал, мне кажется. Или не скачал, потому что не скачал. Туфта полная, поэтому просто посмотрел, сделал себе заметку и не стал забивать память телефона, скачивая эту туфту. Планировалось создать Израиль, писал он. Не ври, BBC, не ври. Израиль находится на территории Палестины. 1000 лет они мечтали вернуться в Палестину. И теперь перебираться на Кавказ, воюя с чеченцами, со всеми с другими, абсолютно евреями, я думаю, эта перспектива абсолютно не прельщает. Они столько сделали для Палестины, для Израиля, чтобы сейчас создавать на Кавказе новый Израиль. Но вы эту КГБшную утку оставьте уже, друзья, хватит уже одно и то же повторять. Ничего подобного этого нет. Смешно даже просто это все слушать. Вы просто хотя бы немножко анализируйте то, что вы говорите.
Валейкум. Блэк Джек говорит, вы за Путина голосовать будете? Блэк Джек, я нет, но вот российская оппозиция, которая сейчас с автоматами и на танках зашла на свою территорию, они как раз собирались голосовать. Я полностью доверяю их автоматной очереди. Вернись домой с Европы, патриот, покажи тебе землю нашу, покажем тебе землю нашу родную, да. Не волнуйся, Амир, вернемся, так вернемся, что все услышат. А сам, братишка, ты как? И мы в Германии. Отлично, Андрей. Почему вы так и негативно относитесь к России, говорит. Ну а как относиться к стране, которая убила треть твоего народа, твоих граждан? Вот у вас 90 миллионов россияне. Вот вас сейчас уничтожат 27 миллионов, допустим. Как вы к этому отнесетесь? Вы будете, нормально будет для вас, да? Ничего страшного, уничтожили 27 миллионов. Подумаешь. Вы до сих пор немцев вспоминаете, которые и извинились, и каялись, и вам уже много чего, разных там подарков понадавали за все это. Вы до сих пор немцев вспоминаете. О чем ты говоришь вообще? А нам забыть, что ли? Нет. На 1000 лет мы это будем помнить. Мы книги будем писать. Мы детей, внуков, правнуков будем рассказывать, какими зверствами вы занимались. Какие вы мерзавцы и негодяи, ваш империализм. Вот что. Конечно, мы не забудем. Мы будем не чеченцами, если это забудем. Андрей, не надо мне ничего скидывать, пожалуйста. У меня память переполнена, все такое. В Facebook заходите, если есть, или в WhatsApp напишите. И там можно... И там можно написать. Здравствуйте, а что следует? От души, брат, вооруженные силы Ичкерия, сила. Нагид Худиев. Что значит вооруженные силы Ичкерии сила? Где вооруженные силы Ичкерии? Что-то я не знаю, где вооруженные силы Ичкерии. Если ты говоришь о том, что там Ахмед Закаев, что там делает. Ахмед Закаев абсолютно нелегитимный, абсолютно не представляет чеченский народ, чеченское государство. Ахмед Закаев подписывал документы о том, что мы часть России, с Россией подписывал документы. И сейчас продолжает в этом же русле действовать. Поэтому Ахмед Закаев и все это симулякры, это не настоящее. Да, есть там бойцы рядом с ним, которые абсолютно не имеют там к тому, что он делает, отношения, но при всем при этом сам Ахмед Закаев, то, что он делает, все нелегитимно. Начиная от герба, те и медальки, которые он раздает, все незаконно. И пост, который он говорит, что он занимает, это все незаконно. У нас есть законная власть в лице Президиума Чеченской Республики Ичкерия, который представляет Аят Идигов, Алла Дудаева, Мусаба Мадгириев и так далее. Все три ветви власти в Президиуме правительства у нас представлены. Ахмед Закаев мошенник, который незаконно называет себя лидером каким-то. Чтобы вы знали. И все, кто вокруг него, молодые ребята, которые верят вот этим его рассказам, разговорам,
они должны услышать нас в конце концов, если они искренне в своих побуждениях. Искренне, если они борются за права своего народа, за свободу своего народа. Поэтому нету никакой армии. Я, Гаджи Мурат, не со штата, я живу в Германии. Я живу в Германии. Я поддерживаю единственную легитимную власть чеченского народа в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, которых я назвал. Аят Идигов, Алла Дудаева, Муса Баматгириев и еще люди, которых я не буду называть и не могу называть. Что я скажу? Что сказать про Дагестан, МД Джон? Что сказать? Что вы имеете в виду? Что сказать? Это ты болтаешь, юзер, это ты болтаешь. И твой Ахмед Закаев болтает и ничего не делает. Продает интересы чеченского народа. Вот что делает твой Ахмед Закаев. Если у тебя не хватает ума понять, что тебе говорят, и если ты не понимаешь, что тебя предупреждают, что если ты реально за свободу своего народа, то я тебе ничем помочь не могу, короче говоря. Это сугубо твои дела, короче. Поэтому давай, уходи, вот и та и кичена, хайтик закая, вот тик ее, болтать, тигады два. Кем для тебя является Басаев? Басаев для меня является защитником чеченского народа, героем чеченского народа. Друзья, одну минутку, сейчас подойду. Так, кем является Басаев? Так, ответил на этот вопрос. Шамиль Басаев честь чеченского народа и до конца отстоял интерес своего народа и земли. Да, Имран, абсолютно так. Эти имперские фашисты, при упоминании имени Басаев, у них начинают трястись поджилки. Уже у мертвого Басаева они так боятся. И они надеются, что мы скажем, они его объявили террористом, они его назвали плохим сяким там, и так далее. И теперь мы должны, для того, чтобы они против нас не возбудили уголовное дело, мы должны сказать, да, Басаев террорист, плохой там, и так далее. Нет, нет. Прямо открыто говорим, что Басаев наш защитник. Когда весь мир отвернулся, когда нас все предали, когда все оставили один на один с фашистским, русистским людоедом в клетке, он стал, и его товарищи, и вот кто наш есть. Это наши лидеры, вот кто наши защитники. И нам было бы позорно плохо отзываться о нем, потому что он все отдал своей жизни, чтобы защитить нас. И мы теперь его память не защитим. Клянусь, защитим. Он останется на сотни тысяч лет героем чеченского народа. Как Байсангур Биноевский, как все остальные, которые были. Я в 97-м голосовал за Басаева.
Правильно сделал. На самом деле это был самый верный. Я тогда не поддерживал Басаева. Не то, что не поддерживал. Я тоже его поддерживал, но у меня папа поддерживал Яндарбиева. Отец мой поддерживал Яндарбиева. И нам надо было голосовать за Яндарбиева. Но я не был дома, я просто знаю это все. И потом я, понимая, понял, что да, нам всем надо было избрать именно Басаева. Если это не нравится, а Россия не хотела, боялась, что его изберут. Если Россия не хочет этого, мы должны именно это сделать. А Масхадова Россия хотела. Масхадов говорила, мы с Масхадовым найдем общий язык, да-да-да, мы договоримся и так далее, и так далее. И мы, чеченцы, как сейчас украинцы повелись на это, когда избирали Зеленского. Зеленский обещал остановить войну, и все думали, вот он остановит войну. Она не зависит от Зеленского, она не зависит от украинцев, как она не зависела от чеченцев, от Басаева или от Масхадова. Она зависела от фашистской России. И что сделала фашистская Россия с тем, на кого она как бы давала свое согласие, говорила, ну вот, если выбирать, то Масхадов это самая приемлемая фигура для России. Что она сделала? Она убила его труп не отдает. Навального, которого также признали террористом, труп отдали, а Аслана Масхадова труп не отдали. Дело в том, что Навальный для русского общества ноль. Раскрученный просто симулятор. А Аслан Масхадов был избранный президент и герой чеченского народа. И к нему бы стояла бы и будет стоять тропа и толпа людей, которые поддерживают Аслана Масхадова и нашего Джохара Дудаева, и всех наших президентов, которые сражались и отдали свои жизни. Вот что надо было. Поэтому, как говорил Шамиль Басаев, чем хуже России, тем лучше для нас. Нужно, чтобы нерв оголился, чтобы русские поняли это, что от них зависит их судьба, ну и наша тоже вокруг находящихся, к сожалению. Дилда пишет, Дилдо Додо. Я русский, 91 года рождения. Про Чечню слышал только по телеку. Всех называли боевики. Какая же ложь. Абсолютно так. Ты не представляешь, ты молодой парень, да, ты родился как раз, когда совок развалился. И когда начиналась война, тебе было 3 годика, когда у нас начиналась первая русско-чеченская война. У нас не было той возможности, которая сейчас есть у Украины. У нас не было 40 миллионов населения, которые есть у Украины. У нас не было 20-25 лет, которые тот самый Басаев дал украинцам, которые взрастили таких сынов, как становление, личностное становление, как Залужный, Зеленский и вот все вот эти мужчины, которые 50 лет, 40 лет. Вот эти все люди становились, хоть и некоторые родились в Советском Союзе, они все становились теми, кем они стали, личностями в свободной Украине, которая вроде рядом находится, вроде телевидение вещает, все, но атмосфера была абсолютно разная в Украине и в фашистской России. Дело в том, что в Украине уже 3-4 президента поменяли. А он, Путин, как новенький. Только ботоксы закачивает и сидит себе. Так, восстаньте, Норчи говорит. Свергните Кадыров, что мешает? Кадыров это ноль, без палочки. Понимаешь, Кадыров это никто. Кадыров это только блогер, которого показывают. Вот так его показывают. Он не решает там ничего. Он решает столько же, ну чуть больше меня он там решает. Да, ему можно убивать чеченцев, он собирает информацию, передает ФСБ, сам находит, там ликвидирует людей, пытает, лично пытает и так далее, и так далее. Даже рассказывал один наш блогер, они его убили в Вене, что их мама кипятком голову поливала пленным, там, этого Рамзана мама поливала кипятком пленных, чайник кипятит и наливают на голову. Это у них такой семейный бизнес. Это все КГБшники, методы КГБ.
Поэтому Кадыров ровным счетом ничего не представляет из себя. В плане, что он что-то решает. Поэтому восстать против Кадырова — это восстать против, как против Пушилина. В ДНР, например, соберутся украинцы, проживающие в ДНР, и восстанут против Пушилина. Что это изменится? Ничего не изменится. Наш враг – империя, фашистская империя. И именно за то, что я правильно расставляю акценты, меня везде запрещают, меня преследуют и так далее, и так далее. Главное знать истину, правду. Вот в чем фокус-покус, как говорится. Россия, вот кто является нашим угнетателем и врагом. Асна, как думаешь, Шамиль бы разделил с тобой мнение о палестинцах и твоей солидарности с Израилем? Я не знаю, разделил бы Шамиль или нет. Шамиль Басаев — это другой человек, а я другой человек. Это раз. Во-вторых, я никогда не слышал, чтобы Шамиль Басаев поддерживал террористов Хамас, террористов из Палестины и так далее. При этом нужно, чтобы было понятно, палестинцев, если вы называете палестинцев, это вы как называете кавказцев. Понимаете, евреи, израильтяне, они тоже входят в это палестинцев. Поэтому правильно называть их арабы Палестины, евреи Палестины, бедуины Палестины, черкесы Палестины. Там много разных народов проживает. Армяне Палестины, много-много там разных народов проживает. Поэтому арабов Палестины я против бомбардировок, я против гибели этих людей, которые там погибают, мирных людей. Я за то, чтобы эти два народа, проживающие на территории Палестины, имели два государства. Но проблема в том, что евреи разрешают палестинцам строить свое государство, а вот арабы не разрешают, по крайней мере на словах, не разрешают построить евреям свое государство. А я против этого, я чеченец, я не могу ради арабского империализма отказывать кому-то в праве. Ни курдам я не могу ради турецкого империализма отказывать в праве. Потому что я чеченец, я борюсь за это право своего народа. Потому что без свободы мы не можем полностью иметь права. Вот о чем речь. А то, что Басаев никогда не слышал, чтобы он там якшался с этими хамасовцами, там, хизбаллаевцами или кто там они там. Вот эти разные симулякры. Но Россия, ГРУ всегда поддерживала этих террористов из Хизбалла, Хамас, кто они там, исламский джихад, там названия самые такие ярые мусульманские. Правда, на глазах у них уничтожается чеченский народ. Кстати говоря, что-то я не видел. Я думаю, он разделил бы мою позицию, потому что в 2006 году, когда приехал Халид Машаль в Москву, сразу после избрания его на демократических свободных выборах в Палестине, в арабской части, в секторе Гази, он приехал, видимо, за инструкциями и деньгами в Москву. Ему задали вопрос, и шел геноцид, уничтожение чеченского народа. А как вы к этому относитесь? Это такие турбо-мусульмане, воины Аллаха. Хамас — это братья-мусульмане переводится, да, аббревиатура. Исламский джихад у них есть. Потом Хизбалла, это иранская партия Аллаха называется. Самые громкие мусульманские названия. Вот он сказал, извините, это внутреннее дело России. Геноцид чеченского народа, мусульманский он, не мусульманский, просто геноцид народа, внутреннее дело России. Это весь мир сказал, не только он это сказал. Но эти как бы турбопатриоты, какие-то, за которых я сейчас должен топить, я должен их поддерживать, я должен... А я что, дурак что ли? Я что, на помойке найдены? Или мой народ на помойке найдены? Чтобы они на нас плевали, а мы, значит, как лохи за ними бегали. Категорически, еще раз говорю, я против того, чтобы гибли мирные люди. Что евреи, что арабы. Мне без разницы. Если гибнет женщина, ребенок. Но я знаю, что у евреев есть право на защиту, на свое, чтобы их женщин, детей и не убивали. Перебарщивают они. Я думаю, перебарщивают.
Но вот за это нужно критиковать. Но то, что они имеют право на свое государство и имеют право на безопасность, и их женщины служат, мужчины, 3 поколения. Евреи уже не те евреи, которых когда-то массово в печах сжигали. Нет, теперь уже евреев не сожгут в печах. Это уже нация воин. Понимаете? Все уже. Они себя сделали такими, чтобы больше их не сжигали в печах. Ну да ладно, давайте перейдем к России. Поговорим о фашистской Русне. Мне кажется, это более интересно. Ассаламу алейкум. Что скажешь насчет нациков урусов? Алейкум салам. Что значит нацики урусы? Алейкум салам, Иргашев. Почему чеченцы не поддерживают заход добровольцев на территорию России? Ну, во-первых, на территорию России вошли россияне, а не иностранные граждане. Поэтому чеченцев там быть не должно. Мы иностранные граждане. Мы иностранные. Если туда кто-то идет, он россиянин. Он идет как россиянин. К нам это не имеет отношения. И вот когда украинцы пойдут, вот с ними могут идти уже из добровольческих батальонов, миротворческих батальонов, тогда могут идти. А так только россияне. Сейчас заходят только россияне. Ты не боишься, что тебя убьют? Нет, а если бы я боялся, я бы, наверное, тут не сидел бы. Что за глупый вопрос, Леон? А ты что, боишься умереть, что ли? Держись, Леон, держись, не бойся. Все умрем. Не бойся. Как завербоваться в РДК? Кстати, Миша, хороший выбор. РДК мне, их командир нравится. Он такой умный парень, я тебе скажу. Миш, ну нужно с ними связываться. С ними связываться. Это не ко мне. У меня с ними контактов нет. И, если честно, я к русским националистам относился предвзято. Всегда. Ну, были основания, так сказать. Но сейчас я вижу, что эти парни реально борются за права людей. За своих людей. Ну, в таком случае, даже оставляя за скобками, что они еще не высказались по деоккупации моей страны и наказанию военных преступников. Кстати говоря, среди них могут быть те, кто воевал у нас в Чечне против нашей страны. Потому что, ну, военное ремесло, сами знаете, скорее всего, воевали. Там, например, батальон «Сибирь», который возглавляет, это офицер ГРУ возглавляет. Он однозначно, наверное, был у нас на территории Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому если они раскаялись в том, что они вели имперскую войну против невиновного чеченского народа, взорвав русские свои дома, своих женщин, какая вопиющая несправедливость. Своих женщин убили и сказали, и детей, и сказали, что это сделали мы. Представьте себе. Это же, ну, это варварство просто, самое настоящее свинство. Короче говоря,
Если эти ребята нам не отказывают в праве на свою страну, жить свободно от России, то я их поддерживаю. Ну, тогда еще больше я их буду поддерживать. Сейчас я и так их поддерживаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Надо с ними тоже связаться и высказать им все, что накопилось, да, чтобы они дали мне. Я им задавал вопросы, писал про них тексты, потому что я им не доверял. Но сейчас парни дерутся как волки просто, как львы дерутся. И, и РДК, между прочим, тоже очень себя хорошо показывает. Так что полный вперед, Миш. Идите, присоединяйтесь, поддерживайте, боритесь за демократию, за свободу своей страны, за то, чтобы недра этой страны принадлежали вам, чтобы вами не управляли КГБшники, а вы боялись сказать слово просто. Понимаете? Ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам. Как вы желаю самого хорошего. Мне показалось, что ты поддержи. Соцакийцы. Как вы желаю самого хорошего. Как вы желаю самого хорошего. Мне показалось, что ты поддерживаешь. Кого поддерживаю? Так что, и знаете, Миш, это очень важно, если вы тут пишете, вы должны все меры предосторожности, потому что вот эти Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, вот этот батальон Сибирь, это главные враги сейчас фашистской вот этой клики, которая восседает в Кремле и на Лубянке. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, ваша безопасность в ваших руках, друзья. Репрессии будут, массовые расстрелы даже будут. Мораторий на смертную казнь в любой момент одним росчерком пера Путиным отменяется, потому что смертная казнь в России существует. Просто наложен мораторий. Кстати говоря, благодаря нам, чеченцам. Убивая нас, чеченцев, после Первой русско-чеченской войны, русские, чтобы понравиться, Ельцин, чтобы понравиться на Западе, ввел мораторий на смертную казнь. Понимаете, что они якобы входят в страну, в которой нет смертной казни, что они все такие демократы, что они сожалеют, что убивали чеченцев. Ельцин сказал, что это была его самая большая ошибка, там, и так далее, и так далее. И передал Путину, который с новой силой, еще при живом Ельцине, начал очередную войну, взорвав своих же жителей, спящих в своих домах. Как-то так, да. Если вы хотите, Миш, если вы хотите связаться с РДК, лучше сделать это напрямую. Если вам небезопасно, вы находитесь в фашистской России, то вам нужно или связаться со мной. Я могу найти контакты и вас свести. Ну, конечно, вам нужно покинуть как можно быстрее ГБшную Россию. Бюстик хул, шо и бюстик. Так, мы уже 1,5 часа в эфире. Ну, еще чуть-чуть посижу, друзья, и можно уже покушать. У нас месяц Рамадан, надо кушать днем и пить много воды. Потому что вчера пил мало, и было не очень весело, да. Аж молехи. Марнаш, кстати, обал дуэль. Доливай, да. Турция 100 лет проводит геноцид курдов. Как ты к этому относишься? Таир, я к этому отношусь крайне отрицательно. Я поддерживаю курдов, которые борются за свою свободу. Мне не нравятся разные коммунисты, там, третье, десятое, там, но это не мое дело. Я считаю, что курды так настрадались. Это большой народ, который имеет свою землю, разделен на несколько частей. И эти люди имеют право на свое государство. И я им, как чеченец, который тоже, как и курды, и хочет иметь право, как и все, быть полноценным членом мирового семейного этого сообщества, я им не могу отказывать. Я только могу поддержать.
только поддержать. Ва алейкум салам, юзер. Так, куда этот комментарий делся? Вот он. Люди, кто находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментарии и не ставьте лайки. Друзья, будьте осторожны. Ваша безопасность в ваших руках. Ваша безопасность в ваших руках. Я так полагаю, мне не за что, Тайр. Я так полагаю, что мне, который не делил русских на сорта, после того, вот империя, давайте отделимся, хотя у меня есть и хорошие знакомые, и друзья, но это алмазы в русском обществе, это люди, которые не могли просто только без Божьего промысла появиться в этом обществе. И я так полагаю, что если сейчас русские на самом деле осознают и признают наше право на нашу государственность и свободу, то мне придется топить за русских, что ли, получается. Ну, базару нет. Мы не делим по национальностям, мы делим по идеологическим, империалистическим, фашистским мировоззрениям. Я из Германии, здесь много пива пьют. Я шуткой, брат. Да, я знаю, а немцы любят пиво, это правда. Никак не хочу обидеть вас, но вы очень похожи на еврея. Но вы меня этим никак не обижаете, абсолютно. Кстати говоря, вы не первый, кто так говорит. Так, друзья, я опять перемотаю. Так, друзья, ну давайте тогда, я думаю, можно заканчивать наш стрим. Уже 100 минут, скоро в эфире, 99. Ну, можно уже заканчивать, потому что я, в принципе, все сказал. Я завтра сделаю, завтра будет тоже стрим у нас, дневной стрим будет. И, может быть, даже и ночной проведем, посмотрим. Сейчас такое время, ситуация очень накаляется. В Белгороде ситуация вообще крик. Завтра вы увидите супер просто новости, которые потрясут многих. И так будет дальше и дальше развиваться. Слава Украине, Ичкерии. Героям слава, героям слава. Чего хотите доказать? Я хочу доказать, что русские имперцы убили 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе наших русских и других национальностей, и армян, кстати говоря, тоже. И я хочу, чтобы эти смерти, убийство 42 тысяч детей, чтобы не остались безнаказанными. Я хочу привлечь к ответственности. Это самая главная моя цель. Но для этого, чтобы мы жили свободно и могли наказать тех военные и политические руководства фашистской России и отдельных одиозных военных преступников, нам для этого нужно получить свободу.
свое государство, чтобы мы стали полноценным субъектом международного права. И мы к этому, вот моя цель. Вот моя цель. Как вы относитесь к Дудаеву? Я, считайте, я и есть дудаевец, самый настоящий. Спокойной ночи. Ты предал свой народ. Абакаб, русские не мой народ. Русские никогда не были моим народом. Мой народ чеченский народ, которого вы истребляете уже 4 века. Поэтому никак предать я вас не мог. Георг Манукян. Армянский геноцид вы признаете? Георг Манукян. А армяне признают чеченский геноцид, который совершали? Или кавказцы геноцид? Давайте с этого начнем. А то вы какой-то там 100-летней давности нам что-то будете сейчас рассказывать. Давайте начнем по порядку. Давайте начнем. А если 100-летний геноцид вспоминать, давайте вспомним геноцид черкесов, геноцид в Сочи, в Краснодарском крае и так далее. Я просто не знаю весь этот вопрос. Я знаю, что вы говорите, что у вас был геноцид, турки говорят, что у них был геноцид, азербайджанцы говорят у них. Давайте начнем с вас. Вы признаете недавнейший геноцид фашистской России чеченского народа? Признаете? И вот от этого мы будем исходить. У армян был геноцид по факту. Если был и есть эти факты, без проблем. Почему я не должен признавать очевидные факты? Конечно, я это признаю. Я просто не вдавался в этот вопрос. Я знаю, что армяне и турки об этом очень много говорят. Если он был, конечно же, я его осуждаю, во-первых, и я его признаю. Если его не было и был, это будем отдельно. Давайте я встречный задам. Вот недавно был геноцид. Армяне, вы признаете геноцид чеченского народа? Вы признаете, что фашистская Россия оккупировала нашу страну и убила у нас 30% наших граждан? Вы признаете? Давайте так мы будем говорить. Так. Ассаламу алейкум, с Казахстана. Геноцид был в СССР, сделанный русскими. Казахов тоже заморили голодом. Также были репрессии грамотного населения всего СССР. Ссылки на север и тому подобное. Террор. Да, Фридом? Алейкум салам. Аллах, Казахстан. До тебя дойдет участь. Нет, не верю. Невозможно, да.
Кричит, у меня Рамадан, ха-ха-ха, еще и сионистов поддерживает. И повесил флаг Ичкерии. Это какой-то еврей, братья чеченцы. Разберитесь с этим нехорошим человеком, кто в Германии. Возьмитесь за него ради Аллаха, братья, говорит. Да уже 5 лет никак взяться не могут твои эти братья. Знаешь, что такое сионист? Есть гора Сион на Палестине, в Израиле. И евреи, которых вы везде ненавидите, вот эти те самые ненавистные вам сионисты, говорят всем евреям в России, кто живет, в Европе, возвращайтесь в Сион, создадим свое государство. Вот те националисты, которые созывают своих евреев в Израиль, это и есть сионисты. По идее, вот если ты не любишь евреев, то вот эти сионисты должны быть твоими естественными, ну, хотя бы союзниками, такими ситуативными союзниками. Но почему-то ты вот эти вещи не обращаешь внимания. Наверное, ты малограмотный и скудоумный. Наверное, в этом причина. И нисколько мой Рамадан, знаешь, как со мной евреи здороваются? Ассалам алейкум мне говорят. В Рамадан меня поздравляют. Рамадан заканчивается, меня поздравляют. Никто мне мою религию из евреев не то, что не ущемляет и не оскорбляет, повода даже, намека не дает, что и к исламу он относится плохо. И евреи не относятся к исламу плохо. Но вот те люди, которые прикрываются исламом и творят у него зло, да, к ним они относятся. И, конечно же, некоторые переключают на весь мусульманский мир, на весь ислам. Что ошибочно. И для них самих ошибочно, и для нас это неприятно. Но такое бывает. А без этого, ну как, если идет война и геноцид? Конечно, такое будет. Но поэтому никаких проблем, будучи мусульманином, среди евреев я не ощущаю. Абсолютно никаких. Ни среди евреев, ни среди немцев. Никаких проблем. Так, надо, хоть и не хороший комментарий у вас, Долла Залек, но я его покажу. Это очень важно, то, что вы говорите, потому что я с этим согласен. Если нам по барабану на палестинцев, с какого перепуга мы должны волноваться за Ичкерию? Не нужно волноваться за Ичкерию. Вы не волновались, когда был геноцид чеченского народа. Поэтому проходите мимо. Нам не нужно ваше сострадание или ваша помощь. Понимаете? Сейчас мы должны что-то вам сделать, чтобы вы потом нас пожалели или нам помогли. Идите туда, за этим, за вашим этим кораблем. Все, друзья. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Давай все вместе. Все любители Америки, давайте. Господи, благослови Америку. Завтра, после обеда, где-то так увидимся.